врачи поставили мне мясо для девочки. Поставили прямо хуй, называется катетер. Вы не знаете, вы ребята молодые. Даже с кем не знаете. Катетер. Вот такая провод, провод. Тебе идет моча идет такая незаметная. Я сам послать не могу, но моча, она меня вытягивает мочу, понимаете? Его я стал этим 9 дней я был с этим катетером. И, по-моему, я родился по новому месту. Я вот как в сняли, я всех поднесал. Понимаете? Короче, до этого я с врачом лично договорился, что я буду лежать месяц, они будут мне обследовать руки, ноги, лечить. До этого они провели, за 10 дней провели полное медицинское обследование, полностью все. Делали это второй раз. Я для другого клиники делал именно. Сказали мне, Идет, все как я делаю. сердце, легкие, лечить почки, желудок, как у молодого. Только кишечник какая проблема, я сам, я сам срать не могу. Я пользуюсь слабительным, расследованием. Сказали, ну это ерунда, для того, чтобы у тебя отличное здоровье, но главное, руки и ноги. Вот, к этому подходим. Почему мне руки и ноги болят? В 2006 году, когда меня взяли, медицины нас пытали, меня тоже пытали, сломали левую руку. И раздавили пальцы на обеих руках. Я был молодой, здоровый, как бы. Я, на меня бы зажило, я уже не вспоминал. В 2014 году, когда я заехал в Павлоград, сезон, меня прямо при въезде сломали ногу, поэтому я с костылем хожу. Сломали ногу. И вот через много лет врачи мне сказали, того осложнения, видите, то ли артроз, то ли еще такая херня какая-то. И мне руки мне перестали подниматься и сгибаться. И пальцы у меня не сжимаются. Я ложку держу еле-еле. Понимаете, это очень трудно. Так, когда человек не может нормально покушать, вот так, я бегаю в стола, делаю какие-то ограничители, и чуть-чуть. Кожу еле поднимается чуть-чуть, и рыба как собака из миски. Ну, в тюрьме, в общем, такой доход. Поэтому мне руки до такого дошли. Короче, они сказали, будем лечить руки. Еще вместе будем взять, будем лечить руки написал хорошо, и еще вместе буду делать у вас. Даже в утром еще раз там говорили. После этого приехал майор Урдалиев, начальник УВР, ну, куратор. Сказал, и пришел с ним лечащий врач, сказал, тех повезем в другую больницу. Ну ладно, мне какая разница. Меня они сами одели, все сделали. Уже заранее, кстати, уже привезли мою большую сумку, там половина сумки моей рукописи, мои книги, половина моя одежда, уже притащили прямо туда, в больницу. Я говорю, зачем притащили? Я очень прошу, мне это знаю. Пускай у тебя будет и так далее. Ну ладно, где-то не обратили внимания, что они готовили. И повезли меня. Везут, за город повезли, за город везут. Я говорю, какую больницу мне везут? Опять, ну, нормально. Какая больница? Ну, опять, балдели, тебе там понравится. Потом там какой-то тут заехал, там, здание с черным ходом заехал, там, здание там без света. Так, 2-3 машины всего достали. И сидим, ждем. Через 2 часа пришла посредника после ко мне эту комбат девушка, вы не видели, да? Комбат медсестра, вы ее не видели, да? Нет, не видели. Меня сопровождала, что уехала. Посадили. Потом я смотрю, что такой сильный такой мотор гудит.
Я посмотрел, я извиняюсь, у меня маленькая борода кругом. Я чуть не охуел. На меня едет самолет. Только машина, самолет, едет прямо возле меня. Медленно. Ну, они уже, видимо, перегоняют на эту, как называется, на взлетную полосу. Короче, когда мы стоим прямо на взлетной полосе, вот эта машина, вот эта как иномарка, это майор Розалиев. Напиши для истории. И вот он говорит это, Хумат говорит мне, я говорю, Хумат, что такое? Что самолет? Где мы находимся? Он говорит, мы находимся в аэропорту, вы знаете? Она говорит, девочка, 20 лет всего. Говорит, не знаете, мы говорит, летим в Алмату. Я опять там чуть не охуел. Мы летим в Алмату. Летим в Алмату. Я говорю, да что такое? Я говорю, монтера, где? Майор попросил на улице. Я говорю, что такое? Куда мне? А говорит, мы тебя говорит, отправляем в Алмату. Почему? Потому что сегодня был суд. Ты сам знаешь, суд был онлайн. И тебе заменили остаток срока. Там, что-то мне посчитали. Сегодня, да, утром был, да, суд? Сегодня утром был суд. Я не знаю, какие-то, значит, годы посчитали за один за два дня. И еще один год там мне сделали пробацию, называется ограничение свободы. И меня решили отпустить домой. Ну, типа УДО. Там есть такие нюансы, которые я сам не понимаю юридически. Типа на УДО. Поэтому, когда мы решили от тебя избавиться, грубо говоря, и сразу отправляем тебя домой. Я говорю, да, кстати, на этом суде, я онлайн был, я сразу сказал, я этот суд не предаю, я не нуждаюсь в освобождении, ни по болезни, ни по какой другой освобождении не нуждаюсь, я это не принимаю. Я требую только реабилитацию. Это полная реабилитация, то есть восстановление моего честного имени и полная материальная компенсация. Потом, через час, по-моему, они уже там сделали суд, зачитали приговор. Мне дали слово, я опять сказал на русском. Там на казахском говорил. Сказал, я не предаю суд, я требую, значит, полной реабилитации и восстановления моего честного имени и полная материальная компенсация. И так пошло. Они говорят, ну ты сам знаешь, что был суд, тебе приговор суда такой. Мы не можем, я говорю, я же не писал, прошу меня освободить на УДО. Статью читали, наверное, дайте, да? Мою статью. Интервью мое. Вот не задавайте. Вот не задавайте. Ну, знаем. Да. Знаем, да. Вот не задавайте. То я не буду просить записать заявление на УДО. Я оттуда отказался 5 лет назад, от помилки отказался еще там и раньше. Понимаете? Это не канает для политика. Когда там все эти урки входят, эти бандиты, но для политика это не канает. Но, видимо, я так, ну, народ я так, до них доходит, там в интернете, когда они приходят, и распределяются, то там народ вообще требует освободить Арона Сабека туда-сюда. Видимо, контроль, надоел все. Потом только по его приказу могли меня освободить. Короче, меня вот таким образом освободили. И вот, короче, меня освободили, я лежу в больнице. Я сказал, что я договорился с врачом, что у меня буду еще лет месяц, они будут вести мои руки и ноги. Пришел, приехал опять мой майор, Ордалиев, с ним пришел сюда врач, говорит, мы тебя пойдем в другую больницу. Ну, он, кажется, быстро меня одели, уже оказывается, принесли мою большую сумку, половина рукописи, половина книги, половина одежда моя, уже потащили, то есть заранее они
все спланировали, понимаете? И повезли на иномарке за рулем. Майор привезли какой-то с черного хода, какое-то место какое-то полутемное. И сидим 2 часа, потом, когда я посмотрел эту девочку, вот эту, Хамбат, я говорил, Хамбат, медсестру. А потом я слышал гудение мотора, ну, слишком сильное. Хорошо, гудит нормально. На мне есть самолет. Но вот когда ехал самолет, страшно самолет, когда едет. Оказывается, мне вот там, оказывается, мы стоим прямо на той полосе. Я постоянно, рядом постоянно самолет. Вот. Я вызываю этого, поднимаю этого майора, говорю, что за херня-то? Он говорит, вот мы тебя сюда отправим на свою службу, ты знаешь, и чтобы ты нам мозги, грубо говоря, не компенсировал, мы тебя избавляемся. Избавляемся просто. И давай, сядешь в самолет, тебя собрали в Хамбат, сестра. А я думал, он сказал так еще. А может быть, уже твоя сестра, твоя дочка, может быть, уже здесь. Мы ее вызвали. Я говорю, ну вы даете дом. Дочку вызвали. Хорошо. Короче, ну куда деваться? Самолет стоит уже. Меня по трапу заносит. Я же сам не хожу, чуть-чуть хожу. Меня там ребята заносят, потом кресло, прям в самолет, кресло. Я там сижу возле этого, возле иллюминатора. Раз, заходит там, девочка за моя, Хамбат, Хамбат, потом кто-то на меня падает, плачет, падает, я обнимаю, целую. Я думаю, что такое, елки-палки? Я говорю, хорошо, это моя дочка, Алмазка, Алма. Она уже приезжала с Алматы, а с ней вместе мой племянник, Райнбек. Они вдвоем за мной полетели. И вот так. И вот таким образом я очутился в Алмате, вопреки своему желанию. Имейте в виду, я ничего не писал, я ничего не просил, чтобы меня отправили на УДО, туда подло. Честно говоря, я стал ругать бедную Алмазку, какого хера ты прилетела. Ну, просто на моменте просто технично обманули. Очень технично я обсуждаю, когда они такого могли сделать. Технично. Тут уже никуда раз решили сюда есть, они говорят, все. Ну, честно говоря, мы худшего ждали. Как? Мы худшего ждали, мы не думали вас вот так увидеть, честно говоря. А для меня это вариант не лучший. Для меня был вариант еще 3 года сидеть в тюрьме, звонками, как языки говорят, до звонка. А сидеть 18 лет, тогда я требовал бы реабилитацию, могли бы мне дать ООН, если бы все. Реабилитацию. Просто давай мне не даст реабилитацию. А для меня это важно, правильно. Мареке, қазірде үйде отырып, полный реабилитацияға талап етеміз. Қазір олар міндетті олар. Қазақстан бесполезно. Пока на улице бесполезно, точно бесполезно. А тебя отстрел до конца, ООН, если бы могли иметь сами право дать реабилитацию. Жоқ, сізде и так срок жүріп жатыр ғой. Қазір сізді почисту жіберген жоқ қой. Сізде қазір вольное поселение получается, иә? Вольное поселение кетіп жатыр. Сіз как будто сидите, сол считается. Иә, вот сол уақытта қазір жазасыз. Иә, біз оларға айтамыз, полный реабилитация, только полная реабилитация. Ну, это бесполезно. В общем, я этому потом Алмазкина кофе, я что-то подумал, настолько технично менты это сделали, это просто не повезло, что суд был утром, они меня вечер ночью посадили в самолет. Знаете, все мои вещи приперли, там большая сумка, китайская, половина мои рукописи, там бумаги, книги. Берді ма рукопистеріңізді? Берді ма рукопистеріңізді? Жоқ, берді, самолет хаваламапты. Енді қайда? Они
начальник тюрьмы сказал им, что отправили вагоном, поездом в Алмату. На что именно, да? На имя Алмазка, наверное. На мое имя, да. Значит, имя. У меня же паспорт нет, честно говоря. Что будем ждать? Навряд ли они это потеряют. Они сами это аккуратно все это. Они могли давно выбросить на мусорку. Сами эти рукописи. Но они все-таки, отношение все-таки было нормальное, я скажу. Отношение мента и зэка это очередная сложная тема. А вот я вам так книги по тюрьме. Книга опубликована на сайте стихи, половина стихи, половина мои мемуары. Как я попал в тюрьму, что попал, как я сижу, как меня пытали и так далее. Вот. Это особая тема. Ну, я последний год до того оборзел, ребята болели, как пахан. Мне уже с кухни готовили для меня, я хлеб не ем, и, кстати, я мясо не ем, колбасу не ем, рыбу не ем, и чай не пью. И хлеб не ем. Для меня готовили мне сухарики. Маленькие сухарики. И приносили мне сахар. Никому сахара никого не приносят, а мне приносили. Кроме того, мне давали, надо особо тяжелым больным, надо молотый диету. Что это довольно полный. Там дают молоко дают, и это молоко делает айран, на другой айран садақ тұзы. Сол айран ішеді мен. Айран қышты қатырып тастайды ғой десей. Қатырып ма? Қатырып тастайды айран. Таза айран, ауылдың айраны қатырып тастайды ғой. Зато мен тамам бұл айран. В общем, айран, на айране было, и... Там камера, вы же в одиночке сидели, да? Как? В одиночной же камере сидели, да? Одиночно, да. Одиночно, Сыро там, холодно было, сыро было. Нет, даже там было вполне нормально. Нормально? Нормально. Тепло было? Тепло было, да. Зимой там отопление было, летом тепло. И там было видеонаблюдение. Там у них монитор, в джойке стоит монитор большой, и они за нас смотрели. Да. Почему, когда я упал, я даже не сразу не выходил. У меня крови много вылилось. Из-за этого я попал в больницу. Так никогда не поехал. Сотрясение бар деп айтты ма? Сотрясение диагнозы қойды. Айтқан жоқ. Когда сказали мне трещина, будем зашивать. Они зашивали. Побреем, там обработаем ранку и так далее. И я просто сон напал. Мне что там делали? Солай. После я поневоле попал в больницу. А до этого времени мне предлагали целых месяца-два лечь в больницу. Хотя бы обследоваться. Приезжал прокурор, там, полковник, говорил, потом президент говорил, напиши на УТО. Я отказался. Потом, значит, приходили какие-то начальник СИЗО, полковник Кампшин, молодой парень, умный. Приходил ко мне каждый день, Симбаев, Тимур Богданович, молодой парень, сам. Но у меня есть, может быть, у меня просто такой психоз, у меня есть недоверие врачам. Почему? Потому что я сейчас могу сказать страшную вещь, это вы не знаете, и никогда вы не писали об этом. Руслан Саукину, знаете, кто такой Руслан Саукину? Конечно. Руслан, был у меня злостный. Убили в больнице. Убили ее в больнице. Так как меня положили на обследование, на лечение, и просто убили. И это не только ее, это многих. А кого не убили, тех сделали дураками и отправили в психушку. А сейчас сколько нас здесь сидели в тюрьме. Я поэтому не хотел ехать. Вот. Но за то, что я упал разбил голову, мне просто ехать.
попал я в эту больницу. И видел, что вот такое. Такая история, понимаете? Такая история. Питание, значит, Да, плохое питание было все равно, правильно же? Как? Питание плохое же было же у вас. Какое? Питание плохое же было? Питание нет, неплохо. Я не буду очернять людей. В Павлодаре было хорошее питание. Особенно последние 3 года, когда пришел новый день. Первые 5 лет было плохо. Я первые 5 лет, кстати, я сидел в карцере. Карцере, кстати, из 2 отделов. Это камера, камера, вот я там забыл, память это. Для смертников, что ли? Не, камера какого-то обслуживания. Короче, я там сидел, а рядом ШИЗО. Вот в 2 камерах я сидел по 2 недели. Понимаете? Я сидел там 5 лет. Тогда, конечно, было слабоватое питание. Да, плохо было, честно говоря, плохо. Но потом значит, ушел из Стасмана, полковник Стасман, который меня ногу ломал. Почти там один, другой был. Хотя вот последний год пришел подполковник Капшев, молодой парень, умный. Он меня вывел из этого карцера в нормальную хату. Там большая светлая камера на 8 человек. Я один. Я один там. Там и все мне усвоил. У меня было питание, молока был айран, давали мне еще кефир, чуть немного сметанки, чуть-чуть там раздавали. Поэтому мясо, рыбу или колбасу давали через день, каждый день. Мясо каждый день давали. Но я вегетарианец, я не ем. Уже последние 2 года, 3 года я отказался от мяса полностью. Не переваривается, что говорить. Поэтому я отказывался. Поэтому то, что давали молоко, и дал айран, для меня было большое благо. Что хас полностью, да? Действительно хас полностью. Я, значит, моя диета стала такая. Полпорции каши, то есть овсянки или гречки, полпорции. Полчашки айрана. И Саша. Вот я не стал на этом жить. Арон, Я. Құдайға шүкір келдің ғой. Ты вот уже среди нас, дома, в пути же был и пережил много такого. И поэтому тебе надо сейчас отдохнуть. Так ведь? Конечно. А потом мы с тобой встретимся и по-хорошему все поговорим. Вот эти вот все вещи расскажешь потом уже, как говорится, Кішкене қымыз ішіп, салмасы күшіне барынша. надо силу. Неправильно, я вам скажу. Да? Это неправильно, это все одновременно. Раз там, когда ты меня ждали в аэропорту, Соломе, Да, мы ждали там. Очень много народу было. Много людей. то люди сейчас ждут от меня интервью, понимаете? Да. И у вас есть уникальное право стать первыми, кто услышал от меня интервью. Это, Ну, если у тебя такой настрой, то пожалуйста. это же для вас, для журналистов. Я как сам тоже... Хорошо. Давайте чуть-чуть передохните, ана жерге барып онда қайтадан снимать етейік. Все, давайте чуть-чуть перерыв сделаем. Жалғасып кете берсін, жүре берсін. Аға, онда ондай болатын болса, ана бізде видео камера бар ғой. Камера Бәрі ұнап келді. кіргізек ол. Ғалым осында ғой. Иә. Сол жаңа экран бар ғой. Не бар ма? Андай серьезный журналистер бар ма? Біздің өзіміздің кәсіби оператор ғой. Ол өзі не, кәсіби оператор. Оператор. Сол камерасы болса Камерасы? Алекең өзі айтқысы келіп тұр ғой. Камера. Эфирді әлі үзбей тұрмын, қазір үзейін түсіремін. Это будет у вас право первых, кто
кто взял интервью, понимаете? Ну жаңа аэропорттың алдында ареке большое, нелер болды. большое значит құрметті для қазақстандықтар, вашей работы нет. Для вашей Арон работы. Атабек ағамызды міне тауып келдік. Журналистер Қазір болды жаңа аэропортта. Соларға да сіздерге айттық. сол тікелей Полный эфирмен реабилитация біздің талап. Арон Атабек ағамызбен Арекеңнің қазір Қазақстанның позициясы біз оны интервью беремін деп отыр. бізде Соны сол сөйлете позицияда отырмыз. қолдап келдік осы уақытқа Сағат дейін түнгі ешқандай удо жоқ. 12:45 болды. Все, что я сейчас сказал, я могу повторить на камеру, а вы сами сколько запомнили, запишите и сделайте завтра материал в интернете или в газетных изданиях. Может ертең келсейші, қазір шаршап қалған жоқсыз ба? Сөйтейік та аға, сіз бүгін демалыңыз, ертең келеміз. Жоқ, прям сөйлейін деп тұр, давайте не избивайте. Сөйлейін деп тұр, сөйлесін. Шерін тарқатсын. Отыра бересіз бе или креслоға отырасыз ба? Так удобнее мне. Одан да ағаны біз қайта нетейік, ертең келеміз деп. Ертең келеміз деп. Арон, қазір енді... Біз ертең келеміз қайтадан Сейчас уже тағы. позднее время, тем более, я же говорю, это... Ну, дело ваше, дело ваше, я бы сказал, А завтра приедем, да, и потом уже без всяких там уже, как говорится, на свежую голову и с новыми силами. Завтра может Осман вас не пустит. Да. Давайте бір 5 минут сөйлесін. 5 минут айтсын, бір несін. Куда вы торопитесь? Да. Не в этом дело, а себе... Все, все, вам удобно? Вам удобно, да? Удобно здесь вот так сидеть? Все, ладно, давайте. Знаете, шашамайте нам. Шашамайте, понимаете? Жақсы. Я вам не забыл сказать, что меня дважды полное медицинское обследование. Понимаете? За один месяц, 2 раза. И сказали мне, у тебя все как у молодого. Сердце, легкие там, печень, почки, желудок. Только вот частично такая проблема была. Я не мог самостоятельно повыше уходить. Не мог, грубо говоря, срать сам. Я до сих пор сам не сру и пользуюсь слабительным. А так вот, все идет нормально. Только руки, ноги, ну это старые переломы, они не нести. И он только поддерживать чуть-чуть. Это называется пассивное лечение, по-моему. Пассивное лечение. Только чуть-чуть можно поддерживать. Ну ладно. Вот. Имейте в виду, поэтому не обижайтесь как со мной, как стариком. Я не осахал, с бородой белой. Я на это не претендую. Я вас перевел. Здесь международная правозащитница, президент фонда это «Открытый диалог» Людмила Козловская, наша это правозащитница, она при этом передает с освобождением, она пишет вам. Людмила Козловская. Хорошо? Спасибо большое. Она вам персонально вот передает. Не так, привет, спасибо большое, как Короче, вот так. Вот вы зря меня перебили. Стариков память нет же. Вы меня зря перебили, я забыл, что хочу сказать. Понимаете? Вот. Ну, это как вас содержали, как ваше самочувствие сейчас, короче. Сізге деген көзқарас қалай болды? Вот, Жоқ, ондай подробностьтер болды. Ұзақ 15 жылдың әңгімесін қалай қазір? Нет, в общем, 5-10 минут только. Ну, комментарий ваших, а там, насколько могу. Я говорю, что отношение зэка и ментов, это такой сложный процесс такой, понимаете? Вот такой меняет динамика. Когда я заехал в Алматы-Си, 2 года нас там долбали, грубо говоря, долбали. Дали 40, мне 18 дали. Потом меня отправили к Караеву. Там тоже лагерь, там был отель, тут в Головнике. На меня натали уголовников, понимаете? Я дрался с уголовниками, понимаете? Это менты делают такие дела. Потом меня отправили... Есть такая тюрьма, Крытка называется. Крытка называется тюрьма. Крытая камера. Крыткая тюрьма. Крытая тюрьма? Тюрьма, да. Ага. Где находитесь? В Аркалуке? В Аркалуке находитесь, да. В Аркалуке, возле Кустаная.
В общем, мне то отправили, 2 раза отправили туда. По 2 года. В общем, все это было, особенно крытка, там были очень жесткие условия. Это там тюрьма для пожизненно осужденных, для натуры, для уголовников, которые людей побивают там кучу. Отношение было жесткое, и били там довольно сильно били. Никакой связи не было там, никуда, ни газет, ни книг, понимаете? Вот такое было. Потом только под конец второго срока, выходной тревожно пробилось, стало мне писать. Понимаете? А для этого не было никакой возможности. Это вот, потом я вернулся в Караганду. Ну, это такой-то, типа это. Я был в Караганде 2 месяца, потом меня перевели в Павлодар в 2014 году. С этого времени я нахожусь. С этого времени, как? Это вернись. Говорите, говорите. Да. С этого времени я нахожусь в Павлодаре. Павлодар первые 5 лет было трудно. Я сказал, я говорил уже. Первые 5 лет я сидел в карцере. Называется Кича. По-блатному. Кича. Из 2. А пока это называется помещение камеры типа называется. Одно. Шизо. Скрин у тебя как делается? Скрин. На бетоне. Скрин. Делается. 20 часов на бетоне спал. На полу. А 1-2 раза я спал без матраса. Отобрал тут, был такой полковник Альмагомедов, майор Альмагомедов. Отобрал матрас, одеяло, ложку. Я всю ночь сидел на этом бетоне. Это была осень я ползал туда. Зима. Вот так и поэтому у меня руки-ноги там опухали, все такое. Потом, и когда заезжал, прекрасно помню, сломали левую руку. До этого мне сломали левую руку в Алмате в 2006 году. Я раздали пальцы. Это был здоровый, молодой, как бык. И все это быстро прошло. А вот на 40 лет у меня, 14 лет у меня дало осложнение. Уже почти год идет осложнение. То есть вот руки мне не поднимаются, не гибаются, а пальцы не сжимаются. Я ручку и ложку держу с трудом. Это очень трудно. Сам я одеться не могу, но у меня Түркияда қазақтар сәлем айтып жатыр. Прикинул ко мне одного освободителя. Освободителя. Он санитар, он меня на ночь приходит, одевает. Днем тоже привлекается, по мелочи помогает. Помогал. Вот такое отношение, понимаете? И отношения с зэком и администрацией очень динамичные. Давайте болды осы жерден үзейік. Аға, біз ертең келеміз, қайтадан тағы да келеміз. Все, вы устали, давайте отдохните сегодня, здоровья. Давайте. Завтра продолжим. Мы переговорим это с международными правозащитниками. Вам, они, конечно, предложат с вами это прямой эфир. Вот, особенно это Людмила Козловская наша. Вот, я думаю, вы не откажете. Что я вам сказал, я могу и повторить. Хорошо. И меня, скажите, старикам большой опыт, практика большая, он говорит много. Хорошо. Старика слабая речь, нарушение речи. Речь нарушилась из-за этих болезней. Ну вот, что вы завтра хотите? Что-нибудь хотите кушать, что-нибудь есть, что-нибудь хотите? Что мы Ничего не надо. можем привезти там? Что вы, моя сестра, все обеспечит? Ничего не надо. Кітабыңызды шығаруға
жинаңыз, кітабыңызды шығарамыз жақында. Иә. Бұйырса, Алла разы. қанша тиражбен шығарғыңыз келеді? Факс это. Сіздің өлеңдеріңіздің барлығын жинап, На сайте Елены Семеновны забыть. Моя статья называется «Арийская Евразия». Это название сборника стихов «Арийская Евразия». Там все стихи там дано оглавление по названиям. Вот это найдите. хорошо. И вот это есть самый лучший сборник. Жарайды. Болды. Всем спасибо. Я